отличные книги для развития вашего ребенка. Как же правильно читать Винни-Пуха? Для каждого возраста есть свои рекомендации. Например, для детишек от 1 до 2 лет лучше всего брать полностью вот такие картонные Винни-Пухи и разглядывать в день всего по 1-2 разворотам. И уделять большое внимание деталям, сочинять обычные простые истории. Например, дети играют на игровой площадке, мальчик лепит куличики, девочка играет с машинками. Тут ребята запускают воздушного змея. Вот так. Начиная с 2 лет постепенно углубляйте истории героев, добавляйте в свою речь больше частей речи, прилагательные наречия, причастные, депричастные обороты и так далее. Также обращайте внимание ребенка на флору, фауну и на эмоции героев, природные явления различные, да, названия, например, автомобилей, уточняйте, какие именно это были автомобили. Добавляйте с каждым разом все больше и больше деталей. Начиная с 3-летнего возраста нужно стараться вовлечь в разговор своего ребенка по этим книгам, задавать ему вопросы, просить отыскать какую-либо деталь или определенного героя на страницах этих книг, или придумать свою собственную историю с этими героями и так далее. Чем больше ребенок будет участвовать сам, больше разглядывать, больше находить и искать, тем больше развиваться будет у него и память, мышление, воображение и, самое главное, его речь. Сегодня мы будем заниматься по книге Сюзанны Вернер «Весенняя книга». Найди-ка мне здесь, среди множества картинок, лису. Сможешь отыскать лису? Лиса? Да. Здесь кого только нет, правда? Интересно, а лиса тут есть? Лиса? Да. Которая колобка съела? Которая, возможно, колобка съела. Давай-ка поищем, есть ли у нас такая лиса здесь. Я тебе дам подсказку. Найди медвежонка, который качается на качелях. Нашла? А теперь рядом с медвежонком ищи лису. Вот она, хитрюга.